Здравствуйте, уважаемые жители автономии. В эфире программа «Диалог в студии». Для вас работают Валентина Чобан и звукооператор Павел Арнаут. Лето не только пора отпусков и отдыха, но и время, когда увеличивается риск возникновения заболеваний, вызванных кишечной инфекцией. Какие симптомы сопровождают этот недуг, как обезопасить себя и своих близких от кишечных инфекций летом. Говорить будем сегодня на эту тему с нашими гостями. Представлю их. Это Элидия Коса, врач-гигиенист Центра общественного здоровья «Камрад». Лидия Георгиевна, здравствуйте. Здравствуйте. И Елена Дюльгер, врач-эпидемиолог Центра общественного здоровья «Камрад». Елена Ефимовна, приветствуем вас в нашей студии. Здравствуйте. Итак, как я уже сказала, что кишечная инфекция – это сезонная такая болезнь, и зачастую это все происходит летом за счет высокой температуры и влажности, где создается благоприятная среда для всевозможных инфекций и бактерий. Что это за инфекция? Чем она опасна? Скажите, пожалуйста, Елена Ефимовна. В группу острых кишечных инфекций входят все инфекции с фекально-оральным механизмом передачи. Это такие инфекции, как сальмонеллез, дизентерия, шигеллез, стафилококк золотистый может вызвать острую кишечную инфекцию, вибрион холера. Это что касается этиологии бактериальной, да, есть и этиология вирусная, ротавирус может вызвать острую кишечную инфекцию, энтеровирус и так далее. Вообще острая кишечная инфекция является основной причиной заболеваемости и смертности в мире, особенно среди детей от 0 до 5 лет. Ежегодно в мире регистрируют до 1 миллиарда случаев регистрации острых кишечных инфекций, различные этиологии. Патогенные факторы, я их перечислила, тоже они различные. А умирают до 3,5 миллионов детей от 0 до 5 лет в мире. Какие пугающие цифры, Елена Ефимовна. Да. Вообще острые кишечные инфекции занимают 3-е место среди общей структуры инфекционных заболеваний, заболеваемости. На 1-м месте у нас острые вирусные инфекции, 2-е место занимают паразитозы, 3-е место острые кишечные инфекции. Путем передачи острых кишечных инфекций является водный, элементарный и контактно-бытовой. Источником является как больной человек, так и здоровый носитель или реконвалесцент, тот человек, который прошел лечение, да, но является еще заразным. Вообще самыми опасными инфекциями, то есть типами острых кишечных инфекций являются сальмонелла и дизентерия. Если, к примеру, говорим о сальмонелле, то там после лечения мы еще наблюдаем этих людей, берем дополнительные анализы и так далее, до тех пор, пока не будет отрицательный анализ. И после этого, если говорим о ребенке, который посещает детский сад или школу, он может вернуться в коллектив только после отрицательных тестов, неоднократных. И если говорим о человеке, который работает, который является декретированным контингентом, да, как вы сказали, в сфере оказания услуг. Вы назвали мировые цифры, да, общие такие, да. По Гагаузии конкретнее какие-то данные есть? Дизентерия, сальмонелла, это до сих пор и у нас выявляется, правильно понимаю? Да. По Гагаузии цифр у меня нет, у меня есть только по Камрадскому району. К примеру, в прошлом году у нас было зарегистрировано 43 случая, 22 из которых это дети от 0 до 17 лет, и 12 из которых дети от 0 до 2. Если разделить на сельский и городского жителя, это из 43 29 жителей сельской местности. Тоже имеет значение, да. Ну, на сегодняшний день большой разницы между селом и городом нет, но все же есть. Да. В городе условия, то есть водоснабжение, есть условия немного лучше, да, чем в селе. По поддержанию гигиены личной. В этом году
Вот с января по сегодняшний день зарегистрировано 26 случаев, 11 из них за месяц май. То есть острым кишечным инфекциям характерна сезонность. Сезонность отмечается с июня по сентябрь месяц, и мы уже замечаем, что ближе к июню за месяц май у нас наибольшее количество случаев у нас в месяц мая зарегистрировано. Зарегистрировано 26 случаев, 12 из них это дети до 17 лет. То есть 50% это дети у нас от 0 до 17 лет. Вот такие цифры по Камрадскому району. Спасибо. Если говорить о сальмонелле, да, дизентерия у нас давно не регистрировалась, но сальмонеллез у нас регистрируется. В этом году из этих 26 случаев было выявлено 2 сальмонеллы у деток до 5 лет. То есть... В этом случае что стало причиной возникновения этой инфекции? Это всегда отсутствие гигиены, либо это может быть какой-то опасный продукт, который не доварили, не доготовили, не прожарили должным образом? Если говорить о сальмонелле, то да, это может быть и больной человек, это может быть заразный продукт, может быть, но тут, скорее всего, был продукт заразный, яйцо, сваренное не вкрутую, а в смятку. Да, а яйца являются одним из основных продуктов, да, особо опасных, именно если говорить о сальмонелле. Ну, которые могут быть тут заражены. Нет разницы, это покупные яйца, то есть производимые где-то в больших количествах, либо домашние, да, опасность могут нести в себе эти продукты. Когда у нас дома есть свое яйцо, мы, конечно, уверены в нем, а когда мы покупаем, есть большая разница, мы покупаем, если говорить о яйцах, в магазине авторизованном или на улице у постороннего человека. Конечно, есть большая разница. Если мы употребляем в пищу не свое яйцо, конечно, лучше варить это яйцо хорошо, вкрутую, для того, чтобы избежать острых кишечных инфекций. Спасибо. Вообще острые кишечные, если можно добавить, да, острые кишечные инфекции, это считается болезнь грязных рук. Это основное. Для того, чтобы возникла эта инфекция, значит, у нас должны быть 3 фактора. Первый, должен быть патогенный агент, то есть микроб. Они всегда есть в природе и кругом. Второе, должен быть пути передачи, как он передается. И третий, значит, должен быть тот, кто воспринимает это, человек. Вот эти 3, если рядом, они у нас есть, и все. Почему вот тут была озвучена цифра, что все-таки дети? У нас сейчас очень модно, и диву даешься, когда дети малышов, можно сказать, грудного возраста, они тоже страдают, значит, у них ОКЗ, и бывает и дизентерия, и разные. Почему? Потому что у нас как-то стало не модно, чтобы мать кормила ребенка грудью. То ли у нее нет молока, то ли у нее нет желания, то ли еще какие-то другие причины. И начинается сразу после рождения различные прикормы. А различные прикормы – это дополнительное, значит, это имеет значение, какую воду она использует для прикорма, правильно ли она готовит этот прикорм, чисто ли это посуда, в каких условиях она это делает, соблюдает ли она правила личной гигиены. Если это есть условия, в доме есть канализация, вода и все тому прочее, конечно, она будет более-менее соблюдать эти правила. А если это нет таких условий, она где-то там, а еще в дороге где-то ребенок заплакал, она сболтнула, поставила и давай. Или же вот эти всякие соски, все. Это личная гигиена на первом месте. Если мы соблюдаем эти правила и как бы всегда на чеку, то будем знать, что этих ОКЗ у нас не будет. А если не соблюдать, то обязательно мы можем дождаться. Это личная ответственность, да, в первую личная очередь, ответственность каждого. Да? Поэтому врачи почему рекомендуют грудное вскармливание? Потому что это, во-первых, и полезно для ребенка. Ребенок растет другой иммунитет, потому что от мамы он получает все. А искусственное, во-первых, очень многие дети дают аллергию сразу на эти препараты, не каждому это дано, и начинаются большие проблемы. Что касается вот яиц, говорили выше, да,
птица считается источником сальмонеллеза в природе. Яйца водоплавающих птиц, утки, гуси, это вообще не подлежит жарке и тому прочее. Их нужно использовать только для производства кондитерских изделий и булочек, не кондитерских, а булочных изделий, то, что выпекалось, потому что они потенциальные носители в природе. Даже если куры сами не носители этого сальмонеллеза, а если они находятся в одном помещении с утками, то у нас были такие опыты, были такие исследования, и все это было доказано. Поэтому в предприятиях организованных общественного питания существует специальный режим помойки и обработки яиц, и должны быть специальные помещения, где это яйцо обрабатывается, дезинфицируется, споласкивается, и только лишь потом разрешается употребление в пищу. А уже если говорить о приготовлении кремовых изделий, то вообще там яйцо высшего класса, там специальные требования, там все тому прочее. Поэтому вот эти любители всмятку, есть некоторые, которые хотят только утиное яйцо, они по природе являются носителями сальмонеллеза, и поэтому дают нам проблемы иногда. И были случаи, регистрировались, я работаю давно и знаю об этих цифрах очень Скажите, конкретно. Лидия Георгиевна, какие еще продукты могут привести к болезням подобного рода, именно к кишечной инфекции? Значит, кишечная инфекция может быть любой продукт. Любой продукт, если он, начиная с поля, как он там приготовлен, как он там выращивается, чем обрабатывается, как те же нитраты обрабатываются, фрукты, овощи. Если повышенное содержание нитратов в готовом продукте, он дает такое же кишечное расстройство, что не знаю как, поступает иногда в тяжелейших состояниях. Дальше недаром существует на предприятиях, да и дома. Мы дома как стараемся хранить? Самые свежие, только порезали курицу, мы стараемся ее положить в холодильник или же сразу приготовить. Да. Если же мы позволяем вот такое, как у нас уличная торговля, кругом, где хотите торгует. На улице, почему в летний период увеличивается? Потому что на улице повысилась температура. Это имеет очень большое значение. Любой скоропорся продукт, а к скоропорсям продуктам относятся все. Мясные, молочные, тот же яйцо, Рыба. фарши, рыба, любые. Любые скоропорсия продукты должны храниться при температуре плюс 2, плюс 4. Плюс 5 считается уже нарушение температурного режима. А у нас как идет реализация? Где дешевле, там народ и покупает. Но дешевизна это еще не означает, что это хороший продукт. Правда, чтобы правильно меня поняли, я не за то, чтобы были цены большие, но чтобы был какой-то контроль, и чтобы они в определенных условиях хранили все вот эти. Те же кондитерские изделия, сплошь и рядом. На витрине, только не в холодильнике. Все должно быть в холодильнике. Те же молочные, те же. Представляет опасность любой продукт. Который хранится неправильно. Неправильно, это раз. Любой продукт, который термически неправильно приготовлен. Вот, например, если творог, к примеру, возьмем, на любой упаковке продукта там указано, как правильно использовать этот товар. Вот на творог написано «использовать после термической обработки». Значит, этот творог, может быть, нам хочется творог просто так покушать, но производитель не дает согласия на это. Производитель пишет «использовать после термической обработки». Значит, этот творог должен использоваться после приготовления тех же запеканки, вертуты, плацинты, вареники, все, что хотите, только чтобы прошла термическая обработка. Термическая обработка именно в духовке. Я, кстати, признаюсь, никогда не читала все, что написано Там, на упаковке творога. А мы должны очень внимательно читать аннотацию. Теперь буду вчитываться. Потому что в аннотации, например, производитель пишет, что можно детям до такого возраста, что можно детям после такого возраста, что нельзя. Это имеет глубочайшее значение. У нас был случай пищевого отравления, который именно возник из-за того, в Гагаузии, не в Камрате, а в Гагаузии, возник из-за того, что те, кто, значит, из-за творога, из-за того, что не соблюдался режим приготовления. Раздали детям просто творог со сметаной, и все.
А производитель пишет употреблять после термической обработки. То есть производитель нам все указал. Это наше решение. Творог, а вот мы хотим на базаре лучше. На базаре мы не знаем, как изготовлен этот творог. И тем более, если мы покупаем на базаре, мы должны только после термической обработки, но ни в коем случае не сырое. Потому что или же есть и другая технология приготовления в предприятиях общественного питания. Если готовятся там, например, в детских садах, там не разрешается жареная котлета. Там все должно быть на пару, все в духовке, или пирожки, все в духовке. Значит, эту технологию надо соблюдать. Недаром производитель этого требует, потому что нужно так, нужно так. Тот же фарш хранения. В предприятиях общественного питания, которые сами готовят фарш, есть один срок хранения этого фарша, есть фарш промышленного производства, который готовится совсем по другой технологии, тот имеет другой срок хранения. Поэтому, когда мы берем и покупаем что-то, значит, мы должны очень внимательно читать, что пишет нам там производитель, иначе мы можем иметь какую-то неприятность и обвинить кого-то, хотя мы сами виноваты. Те же продукты, если есть продукты, которые можно употребить в ограниченном количестве, можно в другом количестве. Грибы, например. Гриб – это очень тяжелый продукт, его употреблять надо с очень большой осторожностью. Если мы сели и сразу съели 750-граммовую банку, конечно, у нас будет, потому что поджелудочная не справляется. Вот отсюда начинается. Это наше отношение к этому. И имеет значение, какую воду мы употребляем, какие условия там для приготовления, соблюдаем ли мы правила. Есть и правила, которые, значит, дома это мы как хотим, дома наша семья и что хотим. А в организованных коллективах и так должны быть соответствующие правила, должен быть соответствующее помещение, соответствующий разделочный инвентарь. Это недаром дано, потому что не то, что просто мы так придумано и порезали да. сырое мясо, а потом мы режем торт, вы меня извините, если этот ножик неправильно вымыт, обработан, то мы будем иметь проблему, а микробу немного нужно. Специально, почему именно в теплые сезоны больше случаев таких интоксикаций? Потому что это как раз те условия, которые нужно микробу для того, чтобы он размножился в больших количествах и давал нам такие случаи. У нас есть звонок в студию, предлагаю выслушать нашего слушателя. Наденьте, будьте добры, наушники, уважаемые гости. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьте, пожалуйста, ваш вопрос. Стаматова Саша. Людмила, я с тобой хочу задать вопрос. Вот творог мы покупаем в кульках килограммовый. Где написано, из чего она сделана? Вот нигде не написано. Килограммовый, я поняла, вы хотите, чтобы я вам ответила, да? Да, вот я хочу. Килограммовый творог в кульках, вы вообще его не должны покупать. Так как каждый товар должен быть маркирован. У нас, поскольку я знаю, сколько мы курировали предприятие торговли общественного питания, сейчас мы этим не занимаемся, но у нас нет предприятий, которые бы имели фасовочное отделение. То есть предприятия торговли не имеют права фасовать. Они получили творог. Продают килограмм. Вот, например, любой магазин идешь, килограмм продают да, килограмм. Это они сами поступает творог в больших упаковках. Там написано и дата, и маркировка, и все. Этот творог предназначен для предприятий, которые используют, скажем, им нужно на сегодня 5 килограмм. Все. А у нас все это продается в магазинах. Продавец сидит, расфасовывает там по килограмму. Он не имеет права этого делать, потому что у нас нет предприятий торговли с фасовочным отделением. Чего и тогда оставляйте, чтобы они продавали? Мы же покупаем ее, мы же кушаем. Мы откуда знаем, что это такое? Я сказала, есть организация, которая должна за этим делом следить
и приводить в порядок все вот эти торговые предприятия. Речь о какой организации, Лидия Георгиевна? Если они занимаются фасовкой, значит, они должны правильно проэтикетировать, указать там вам и производителя. Вы не знаете, кто производитель, а может, вы не хотите продукцию этого производителя. Дата фасовки, дата приготовления, часы, срок хранения, все должно быть указано. Этими вопросами занимается сейчас АНСА. Есть у нас организации, они ведут надзор, насколько я знаю. Конечно, возле каждого продавца не поставишь контролирующий. Это зависит еще и от покупателей. Вы идете покупать себе платье. Если вам платье не нравится, вы его не берете. А почему вы позволяете себе взять тот продукт, который не соответствует требованиям? Значит, вы этот продукт не должны покупать. Идите в другой магазин и возьмите фабричный фасованный продукт, где все указано, как использовать, что использовать и что делать. Спасибо. Отдых у костра — еще одна актуальная тема, особенно летом, и, естественно, приготовление шашлыка. Какие инфекции могут скрываться в мясе в этом случае, скажите, пожалуйста, и можно ли себя обезопасить от инфекции, хорошо прожарив мясо? Хорошо прожарив? Конечно. Любой продукт, если он хорошо и правильно в нужном количестве, в нужное время обработан, то мы можем себя обезопасить. Да, шашлык может остаться там что-то термически не до конца обработано. Да, это может нам дать острую кишечную инфекцию. И тут опять же наверняка надо соблюдать меру, да? Знаете, нормы, сколько меру, съесть. И опять же гигиену. В лесу это сделать сложнее, чем дома. Поэтому риск выше, да, немного. Вообще шашлык – это из тех продуктов, которые людям, страдающие заболеванием панкреаса, желчных путей, кишечника, желудка, им вообще это противопоказано. По логике, они такие продукты не должны кушать. И обычно, когда идут на какие-то пикники, гулянки, обычно вот эти люди, которые имеют хронические эти заболевания, они и дают реакцию на это. Потому что шашлык – это кратковременная обработка, и вряд ли в зависимости, сколько там размер этого кусочка мяса. Если мясо поменьше, то оно, конечно, термически хорошо будет обработано. А если один кусок побольше, то вряд ли до него дойдет. И вообще смотря какое мясо. Вот если говорить о баранине, то тут другие риски. При недостаточной термической обработке тут можно заразиться и эхинококозом. Это паразитарное заболевание. Да? Это паразитарное заболевание, которое очень хорошо развито, и уровень заболеваемости у нас в Гагаузии намного выше, чем средняя по республике. И что плохо, чем отличается это паразитарное от других паразитов, то, что тут лечение только хирургическим путем. Поэтому нужно быть внимательным. Скажите, сезонные ягоды могут нести в себе опасность в виде кишечных каких-то инфекций? Сейчас мы на прилавках видим, конечно, различного рода ягоды, естественно, дети просят, родители покупают. Да, как быть в этой ситуации, как обезопасить сезон, себя? Клубника, потом пойдет малина. Клубника, она у нас, да, такой кустик невысокий, она соприкасается с землей, поэтому перед употреблением ягод, даже и фруктов, овощей возьмем, все, конечно, необходимо очень тщательно их вымыть под проточной водой. Ни в коем случае не рекомендуют, сидя рядом с кустиком, сорвал, не помывший, съел. Это не рекомендуется, конечно. Вы сказали о воде. Вода также может быть заражена различного рода инфекциями, бактериями. Как быть в этой ситуации? Стоит ли кипятить воду перед употреблением? Лидия Георгиевна, что скажете? Значит, за водой мы строго следим. У нас есть контракт, мы проводим лабораторные исследования, потому что АПО-канал не имеет свою лабораторию, а по закону они должны проверять качество воды, поэтому мы имеем с ними контракт, мы отбираем постоянно. Вот сейчас, если взять на данный момент прямо в
В Камрате вода идет хлорированная. Значит, как только какие-то показатели несоответствия, или даже если соответствуют, но есть график, вот через определенное время все сети и все резервуары должны очищены быть, вымыты и все. Проводится дезинфекция. Дезинфекция проводится не то, сколько кому нужно и сколько хочет, добавляет туда. Значит, есть нормативы, добавляют. Мы проверяем строгий контроль содержания этого хлора, оставляем экспозицию, чтобы хлор был в этой воде, чтобы была экспозиция, чтобы прочистились все сети и те же резервуары. Дальше мы проводим опять контроль лабораторный, пока не доводим до нормы, сколько должно быть по норме содержания хлора, АП-канал не оповещает, что можно воду использовать для пищевых целей. Ведь когда началось только это, стали хлорировать, они оповестили, сказали, что в питьевых и пищевых целях воду нельзя использовать. За это у нас ведется контроль из организованных. У нас везде есть вода, мы обеспечены водой, как бы не можем. Лидия Георгиевна, как правило, в течение скольких дней нельзя использовать эту воду? Там в зависимости, что было обнаружено там и какая концентрация. Обычно 5-6 дней это обязательно есть для того, что экспозиция должна быть, выдержка этой хлорного раствора в сети для того, потому что если даже нету там ничего, образуется обыкновенный застой в трубах, и потом жалуются люди, червячки, не знаю что. Это из-за того, что уровень один выше, один ниже, вот это застаивается немножко вода, и поэтому и получаются вот такие вот. Поэтому все должно уничтожаться, а после уже проводится контроль, если все нормально, разрешается. Я правильно понимаю, вы и ваши коллеги постоянно держите на контроле Постоянно. качество воды, и вот эту необходимость хлорирования вы регулируете, да? Постоянно есть свои точки контроля, постоянно обследуется, значит, они сами приносят, потом мы выборочно их перепроверяем, сами идем, отбираем из точек, посмотреть, правильно ли. То есть этот надзор ведется. Водопровод – это серьезная вещь, потому что если будет какая-то водная вспышка, то это очень трудно купировать и очень тяжело. Больше работы будет, поэтому жители иногда возмущаются, но все, что делается, делается для блага населения. Скажите, информация для тех, кто особенно заботится о своем здоровье, фильтры для очистки воды, насколько эффективны в ситуации? Да, есть когда надо очистить воду. Различные фильтры. Я должна сказать, что все фильтры, которые есть, во-первых, нужно очень внимательно читать инструкцию, где можно применять. Это у нас купили фильтр, к примеру, я говорю, и 5 лет один и тот же фильтр стоит. Там есть картриджи, там есть, что нужно заменить, нужно, скажем, он может работать в течение месяца. Это как пишет производитель, как написано в инструкции. А если мы купили 5 лет назад и все ждем, что будет какой-то эффект, то эффекта не будет, а наоборот, может быть даже хуже. Поэтому стоит следить не просто так. Установил фильтр, и ты спокойно. Это как раз наоборот, может быть, да, если вовремя сменить картридж, наоборот, можно хуже себе сделать возникнуть. Потому что накапливается там. То есть может быть обратный процесс даже. Обратный процесс. Скажите, как проявляется кишечная инфекция и на что стоит обратить внимание в первую очередь, какие клинические проявления у этой болезни? Острая кишечная инфекция, если говорить об инкубационном периоде, да, о периоде с того момента, как бактерия или вирус проник в наш организм, до того периода, когда проявляются клинические признаки. Инкубационный период у острых кишечных инфекций от 1 до 7 дней, в среднем 2-3 дня. Клиника – это температура тела повышается, это рвота, это диарея. Это основные клинические проявления. Как последствия может быть обезвоживание. Это, в общем, основная клиника, слабость, головная боль, боль в животе. И течение болезни может быть разным, да? Вот оно прогрессирование. от индивидуальности каждого организма. Кто более восприимчив, возраст, состояние здоровья, да. Разное, от легкой до тяжелой. Может быть, даже и привлечь смерть.
Поэтому... Что-то хотели добавить, Да, Лидия Георгиевна, следует, пожалуйста. Отметить, что в зависимости, что у этого больного. Например, если это сальмонеллез, то инкубационный период будет дольше. На 3-й день аж у него появится клиника после того, как, скажем, он поел шашлык там, или котлету, или творог какой-то, или что-то. Потому что для того, чтобы возникла клиника, должно накопиться много микробов, там должно быть, чтобы была клиника. А если это идет речь о стафилококковых инфекциях, там, где вот в основном вина, значит, кондитерские изделия с кремом и молочные продукты, там, где есть молоко от маститных коров. Это тоже один очень больной вопрос. Сейчас у нас продают молоко на каждом углу, но мы же не знаем, что это за молоко и как оно. Оно должно быть исследовано. Корова намастит, и такое молоко не должно поступать. То если идет речь о стафилококковой инфекции, то картина может наступать очень быстро. Через 15-20 минут у вас начинается клиника, потому что там действует уже не микроб, а токсин. Токсин – это тот яд, который выделяет микроб при своем размножении, то есть он более токсичный. И поэтому тут разница в клинике. И вот стафилококк, он может быстро прийти и быстро пройти. А сальмонелла, она подольше идет, но потом набирает обороты, вплоть до, значит, и при стафилококке то же самое. Идет такое обезвоживание организма, что наступает судороги, наступает цианоз, наступает человек полностью, отключается, теряет сознание и такое. Но тоже к группе пищевых интоксикаций относится и такое отравление, как ботулизм. Ботулизм, если мы все привыкли, что клиника обязательно должна быть температура, рвота, понос, там может быть с кровью, может быть без крови, если это дизентерия, обязательно прожилки крови, там идет отличие даже от стула. Вот, например, если холера, то стул частый, но не зловонный. А если это идет речь о сальмонеллезе, в природе бабушки наши, как говорят, когда дети болеют, ушахта бабица. Вот такое есть у них понятие. Тут стул зеленый, зловонный, невозможно и многократный. То при ботулизме совсем другая клиника. И поэтому больные страдают и не обращаются сразу. Значит, ботулизм в корне отличается по клинике, хотя он входит в группу пищевых интоксикаций. Значит, ботулизм, во-первых, может проявиться клиника на 3-й, на 5-й, на 10-й день даже, после того, как человек поел вот это. И клиника совсем, температуры нет, рвоты нет, поноса нет, наоборот, запор. Вот. И человек не может понять, что же с ним. Если тут начинается рвота и понос, он сразу, я отравился. А тут человек может ошибиться. И вообще ботулизм – это нервно-паралитический яд, который действует на жизненно важные центры в головном мозгу. Центры движения, центры речи, центры зрения. Вот парализуются эти центры. И клиника совсем иначе. Первое, на что будет, если там больной жалуется, рвота, понос и тому прочее, то тут больной будет жаловаться, что у него какие-то мурашки перед глазами, что он плохо стал видеть. Первое, поражается центры зрения. Потом появляется осиплость голоса. Осиплость голоса почему появляется? Потому что идет уже паралич дыхательной мускулатуры. И человек не может уже говорить, голос у него пропадает, доходит до такого состояния, что такие больные в ясном, полном сознании смотрят на тебя, но он из-за паралича, он не способен даже глаза открыть, он придерживает, и я видела таких больных за время своей работы, он придерживает веки пальцами и говорит с тобой так, наступает такой паралич. И это тоже отравление. Эти функции потом восстанавливаются? Восстанавливаются, если своевременно. Тут и имеет очень важное значение. Своевременность обращения к специалисту. Своевременность обращения и своевременное выявление. У нас были случаи, нам удалось спасти это. Просто люди заболели на 5-й день, но они обратились
Мы быстренько разобрались, какие продукты, если там вот мясо. Как давно был такой случай, прошу прощения? Ну, просто было, чтобы знать. Было давненько. Давно, Я да? уже не помню сколько, но давненько. Эти случаи бывают редко, но очень так коварно, когда редко удается спасти, если... Но главное, что есть специалисты, которые распознают это все и вовремя предпримут это в основном ботулизм, когда возникает. Это продукты домашнего консервирования. Палочка ботулизма, вот она в природе есть. Она в земле, она в форме спор. Она безвредна. Ей стоит для того, чтобы она выделяла токсин, противоядие, это ботулинистическое, это яд ботулинистический, значит, ей нужны анаэробные условия. То есть условия, где нету кислорода. Где нету кислорода? Наши домашние всякие закатки. Поэтому с этими закатками мы должны быть очень внимательны и очень осторожны. Если там огурец или помидор чем-то поврежден, вы лучше этот выкиньте, не надо там срезать, добавлять, не знаю что. Очень хорошо промывать, очень особенно вот... Это при заготовке, да, непосредственно? Да, при заготовке. Да. Вот клубники и все тому прочее. Бывают дожди, клубника на дома как растет. На земле она сбивается с землей. Хорошо промыть, вот Лена Ефимовна сказала. Во-первых, и паразитарные заболевания, и это то же самое. Мы должны учесть, что эти паразитарные заболевания навалом. По двору ходят, говорят, это моя домашняя клубника. По двору ходят десятками этих кошек бегают, а кошки это несут свою заразу и все. А мы идем в огород и прямо там, не моя, кушаем. Без мытья, без ничего кушаем этот фрукт. Поэтому вот в последнем случае, который я говорю, значит, люди приготовили тушенку в домашних условиях, ягнятину. Ягнятина как готовится, как режется, мы же знаем. Забивается, на полу потом ставят на землю этого ягненка, разделывают. Видимо, там попала земля или что. И вот с этой землей была спора, она попала в этих банках, закатали, и мы, когда расследовали, сразу поняли, где были, что были, как, потому что мы при каждом случае расследуем, проводим детальный анализ, не так, что просто ставится диагноз, собирается врачебный консилиум, решаем. Значит, мы были на прошивку, люди говорят, ели тушенку. Все, тот же серотип выявили и у них, и в тех тушенках, которые дома еще были в остатке, и удалось спасти. Так что, а так вообще это смертоносный яд, и очень быстренько наступает такое неприятное. Так что, видите, и то отравление, и это отравление, и вроде бы из одной подгруппы, но есть разные условия. Поэтому вот грибы, вот и хотелось бы отметить. Вот у нас очень модно закатывают грибы в домашних условиях. Как сказать, чтобы не ошибиться, даже незаряженное ружье стреляет один раз. Мне, когда вот выходим на расследование интоксикации грибами, нам говорят, я каждый раз делаю ничего, а вот в этом году. Вот в этом году, значит, сколько бы мы ни мыли эти грибы в этих пластинах, остается песок и остается земля. И достаточно ей там одной. Хорошо, если свежие грибы вы так отравились, вас промыли и вас Но если это вот консервированное, то ботулизм так раз-два не уйдет. А свежими грибами отравление, интоксикации бывает очень часто. И опять остановлюсь и скажу, что люди, страдающие желудочно-кишечными заболеваниями, панкреатитами, язвами желудка и тому прочее, они не должны употреблять такие продукты, потому что это очень тяжело на их функцию. Поджелудочная не может справляться. И интоксикация грибами имеет такой волнообразный характер течения. Вот человеку плохо, он вызвал скорую, его забрали в больницу, оказали, конечно, помощь, ему становится лучше, ему кажется, что он готов летать, начинают скандалить, просятся домой, но врачи почему не отпускают? Потому что интоксикация грибами протекает волнообразно, и когда приходит вторая волна,
то это уже очень тяжелая форма, это уже идет действие. Если то, что попало первый раз в кишечнике, мы освободили кишечник, желудок, промылись, то вторая волна – это уже тот яд, который сосался и попал в нашу кровеносную систему. И там очень печально иногда кончаются. Вторые волны очень трудно вытаскивать таких больных. И поэтому у нас и бывают случаи. Я правильно понимаю, что при всех видах кишечной инфекции обязательно быть под наблюдением врача и ни в коем случае не отказываться от госпитализации? Обязательно. И не заниматься самолечением. Самолечение – это вред. К специалисту, особенно если это маленький ребенок до 5 лет, не нужно дома заниматься самолечением, а обратиться к специалисту и получить соответствующую помощь и лечение. Но мы часто говорим, что нужно оказать первую помощь. Какой может быть первая помощь при кишечной инфекции, вот, прежде чем обратиться к врачу? Первое, что мы должны сделать, значит, мы должны изъять этот продукт, который у нас является подозреваемым. А то мы подозреваем какой-то гизлемя или какой-то продукт, но мы продолжаем его кушать. Это нужно обязательно изъять. Обязательно. Первое, что мы на дому можем делать, пока скорая придет, это оказать самую простейшую, чтобы попил много жидкости для того, чтобы было больше выделений и все. А остальное не надо заниматься всякими там марганцовками, не знаю что. Врач только может оказать специализированную помощь. На это и есть. Не надо заниматься самолечением. Если у вас пройдет, я поверьте, что вас там держать не будут. Промоют, даже в приемное отделение промоют, возьмут все субстраты, все, что нужно, потому что всем интересно, что все-таки у меня было. А пока не возьмем от больного и кал, и мочу, и рвотные массы, и промывные воды, мы же не можем сказать точно, подтвердить, что. Потому что имеет очень важное значение, например, в лечении этих случаев интоксикации имеет очень важное значение лабораторная диагностика. Эту работу проводите вы и ваши коллеги, да, в Центре общественного здоровья? Лаборатория проводит, значит, врачи там в отделениях отбирают все вот эти субстраты от больных и привозят на анализ. Почему это нужно? Потому что у нас очень много устойчивых микробов к антибиотикам. И вот врач вроде бы назначил один антибиотик, а больного не берет, он не выходит из этого кризиса. А по антибиотикограмме там показывает, что на него не действует, потому что он антибиотикорезистентный. Поэтому вот это наше такое свободное применение антибиотиков, бесконтрольное, это да, проблема вот нашей правильно медицины, Лена как мне сказала. кажется, да. Значит, это наносит нам только вред. Или же покупают антибиотики, пьют 2 дня, ему стало лучше, все. Вообще не надо пить, если мы 2 дня, потому что мы только подразнили этот микроб, и все, вызываем устойчивость к нему. И на следующий раз, когда действительно нужно будет оказать помощь, этот препарат не поможет. Потому что мы уже... Плюс к этому мы же получаем антибиотики еще через, это совсем отдельная тема, через продукты, через мясо, через молоко, через все, потому что есть определенные правила. Скотину можно забить спустя столько дней после приема антибиотиков или соответствующее лечение. Молоко можно употребить только после вот этого. Кто соблюдает правила, это трудно сказать. Знаете. А скажите, Лидия Георгиевна, как устроена ваша работа и ваших коллег из отделений больницы вот для того, чтобы выявить причину кишечной инфекции? Насколько быстро вы можете выявить эту инфекцию, чтобы врач уже назначил тот самый антибиотик, который окажется эффективным? Пожалуйста. Больные с определенной клиникой, которую мы выше сказали, да, поступают в инфекционное отделение. Далее врач-инфекционист также собирает анамнез, если у него есть подозрение на пищевую токсикоинфекцию. У пациентов отбирают анализы клинические, тот же кал, повторюсь, рвотные массы, промывные воды, и кровь можем отобрать и отправляют к нам в лабораторию, в микробиологическую, на посев. Это выдача результата длится от 3 до 5 дней. Если мы видим на 3-й день, не видим никакого роста, значит результат отрицательный. Если видим, что что-то растет, и нам нужно больше времени для того, чтобы определить, потому что именно какой тип, подтип, там есть
очень много видов, тоже имеет значение, до 5 дней. До 5 дней после этого, как мы определяем вид бактерий или вируса, который вызвал эту острую кишечную инфекцию, делается антибиотикограмма, которая далее помогает врачу-инфекционисту корректировать лечение. То есть назначить, может быть, продолжить этот антибиотик или поменять антибиотик, если видит, что... Результаты в течение 3 или 5 дней – это норма? Это норма. Это норма, конечно. да? Это, оно того требуется, Да. то есть такого Нет количества пока времени, да? методик, которые бы экспресс дали быстренько. Это Ну, Это микробиология. только у раз- нас в Молдове, Лидия Георгиевна, либо развитых- вообще это норма и в Вообще, других В вообще. странах? развитых странах это время немного Чуть-чуть, короче. чуть-чуть короче, да. Ну, Там сутки, аппараты... да? Не. Нет? Да, сутки это мало, может быть до 3 суток, но Мгм. у нас пока так. Значит, что хотелось бы добавить? Значит, во-первых, когда поступает больной и ставится такой диагноз, есть такое постановление. Значит, медицинская сеть, врач, который первый обнаружил это, он должен оповестить Центр общественного здоровья. Высылается нам экстренное сообщение. Кругом есть телефоны. Во всех отделениях, во всех центрах семейных врачей есть наши телефоны, есть центры семейных врачей, есть кругом, даже в сельских местностях. Если такое подозрение есть, они обязаны в любое время суток оповестить нас. Мы немедленно выезжаем, у нас есть схема выездов по этой, будь это в любое время. Мы выезжаем и проводим вместе расследование. Бывают разные моменты. Бывает, когда мы иногда спорим, пока не приходим к истине, собираются другие врачи, создается немедленно консилиум, все. И пока не приходим к тому, что все-таки у данного больного. Потому что это имеет огромное значение. Знаете, у каждого врача есть свое мнение, когда все собираются, каждый высказывает, то приходишь к одному единому, и это только лишь на помощь тому больному и как бы быстрее его спасти. Любая задержка в схеме оповещения и все это сказывается очень отрицательно и на больного, и на качество вообще обследования. Ну, у нас вроде бы так стараемся укладываться в это. И потом есть дальше схемы. Мы должны оповещать Минздрав, есть свои там схемы, свои правила, свои требования. привлекать в случае расследования, привлекать различные структуры органов, вплоть до судебные и все тому прочее. Еще хотела, да, спасибо, Лидия Георгиевна, хотела затронуть еще одну тему, которая не касается продуктов питания и качества воды. Качество воды все-таки касается. На территории автономии есть водоемы, не рекомендовано в них купаться, об этом все знают, но не все придерживаются этого правила, к сожалению. Скажите, грязная вода в озере может стать причиной кишечной инфекции? Насколько это опасно? Да. Грязная вода может стать источником тех же кишечных заболеваний, того же гепатита. Гепатит тоже относится, кстати, к кишечным этим заболеваниям. Поэтому и проводится обследование воды с этих озер, и все, и сразу выносится постановление, значит, и вывешиваются эти информационное табло, да. Да, купание запрещено, и это не зря. Это у нас были случаи, когда с нашего же озера выделялся холероподобный вибрион. Это недаром эти вывески все вешаются. И если учесть, что наше озеро, давайте будем так откровенны, туда сбрасывается сточные воды, сбрасывается все, что хотите. А если после, сейчас просто пока тишина и покой, а после больших ливней там уже контроля нет, идет лавина, помните, было и прорыв дамбы и все тому прочее. Это все. Вода всегда является источником, потому что мы, купаясь, мы не знаем как, мы можем и проглотить, мы можем и через тело, и через... всякое может быть. Поэтому недаром вот это все вывешивается, что купаться запрещено. Кстати, нету. Есть эти бассейны, вроде бы в этих бассейнах есть соответствующие правила, заставляем, чтобы они дезинфицировали это. Но все зависит от каждого индивидуально. Посмотреть, идешь в этот бассейн, если ты видишь, что там
видно беспорядок и не чувствует там никакой запах хлорки, никакой, то я больше туда не пойду, потому что это вот... Кстати, вы и ваши коллеги проверяете качество воды и соответствие нормам и стандартам, да? Да. Посетители имеют право требовать соответствующий документ, чтобы убедиться, Если что относительно недавно бассейн был проверен специалистами Центра общественного здоровья? Покупатель или клиент всегда прав по нашему закону. Значит, он имеет право все требовать. Вот и в том случае с творогом он имеет право потребовать. Покажите мне, пожалуйста, документ на этот творог. Другое дело или на эту воду. Когда тут прошла это? Он имеет даже право спросить, есть ли у них разрешение на вот это открытие потребителю этой услуги, это дается право. Другое дело, что мы привыкли, мы идем в магазин, покупаем все, что нам там виднеется, а мы не знаем, это он творог из дому принес, или тетя Аня попросила, и у меня есть корова, продай Либо этот сколько творог. уже хранят. Или сколько хранят, мы же тоже не знаем, сколько вот это, чего. Поэтому никто законом это предусмотрено. И вам обязано представить, если вы требуете. Другое дело, что наше население не просит. Нужно следовать гигиеническим нормам и знать о своих правах. Да? Главные выводы нашей передачи. Но в завершении нашего эфира Лидия Георгиевна, Елена Ефимовна, предлагаю повторить основные правила, которые позволят нам заботиться о нашем здоровье и избежать заражения кишечными инфекциями. Пожалуйста, Елена Ефимовна, с вас начнем. Основной мерой, да, профилактики это, конечно, гигиена рук. Как было сказано, грязные руки могут... Из-за этого у нас могут возникнуть острые кишечные инфекции. Пандемия нас не научила дезинфицировать руки, да? За 2 года так и не научила, получается. Это употреблять в пищу качественные продукты, покупать их в надежном месте, хранить их после этого у себя в холодильнике. Обязательно, когда покупаем, обязательно нужно смотреть на срок годности. После этого, даже если мы покупаем годное, после этого дома мы должны тоже следить за этим, как мы храним и так далее. Вода качественная тоже должна. Конечно, лучше употреблять воду водопроводную, потому что мы хлорид, как выше было сказано, мы предпринимаем все необходимые меры для того, чтобы вода была качественна со стороны микробиологической стороны, да, если по химии, там уже сложнее. Кроме этого, конечно, если взять с самого начала, это грудное вскармливание, естественное, натуральное, да, тоже надежно. Приучать детей с раннего возраста к гигиене, мыть руки после улицы, перед употреблением пищи и так далее. Дома тоже соблюдать это правило перед готовкой и так далее. В общем, чем чаще моем руки, тем лучше для нас, и мы будем в защите. Кроме этого, это является не специфической профилактикой, но в профилактике острых кишечных инфекций есть, если говорить о ротавирусе, то на сегодняшний момент у нас есть и мы можем получить и специфическую профилактику в виде вакцины. У нас есть вакцина против ротавируса, которую дети получают в 2 дозах. Первая у нас идет до 3,5, максимум до 4 месяцев ребенок должен получить, и вторая максимум до 7,5-8 месяцев. Это ротавирус у нас очень широко распространен. Очень широко распространен среди детей до 5 лет, особенно в детских садах, в организованных коллективах, поэтому необходимо вакцинировать и не откладывать вакцинату. На сегодняшний день очень много детей у нас теряют эту прививку из-за того, что мы оттягиваем с началом вакцинации, а если мы не сделаем вовремя первую дозу до 3,5, как повторюсь, до 4 месяцев, то эффекта не будет, эффекта нет, и смысла делать эту прививку в более позднем возрасте нет. Поэтому... Спасибо. Лидия Георгиевна, что хотели бы добавить? Что я хочу сказать? Недаром есть пословица: береженного Бог бережет. Как мы относимся к себе, к своему здоровью, от этого зависит то, как
мы будем себя чувствовать. Личная гигиена – это на первом месте. И начиная с малых лет воспитывать в том же детском саду. Не вести этого ребенка так под автомат руки мыть, а объяснить ребенку, чтобы ребенок понял, почему он должен мыть руки. Потому что если не моешь руки, вот есть инфекция, можно заболеть. Ребенок поймет вас лучше, чем то, что вот. И научить, когда нужно мыть эти руки. Пришел с улицы, зашел в дом или в группу, ты должен мыть руки. Идешь в туалет, ты вышел, должен мыть руки. Перед тем, как садишься кушать, ты должен мыть руки. То есть, чтобы, да, мылом, чтобы это дошло в сознаниях этого ребенка. И взрослые то же самое. Пищевики должны знать правила. Есть разница, как должен мыть пищевик руки. Пищевик должен мыть руки так, как моют хирурги, и когда идут на операции, очень тщательно, с щетками, с этим. А у нас как пищевики? Маникюры, сережки, кольца, не знаю что. Все под этими кольцами, все соблюдается. А она месит фарш. Это все сказывается, там остается, там дома же мы, когда делаем что-то у себя дома, мы стараемся и косынка, и чистые руки, вымыли руки, и потом дома у себя. Поэтому все, любой момент имеет значение. Какую воду мы используем, какую воду мы пьем. Если мы берем воду неизвестно где, в каком-то, пошли на пикник с озера, берем воду и промываем макароны, а там плавают утки. Вот вам и сальмонеллез. Понимаете, все это взаимосвязано и должно быть внимательное отношение к себе. Только когда мы будем ценить себя и свое здоровье и поймем, что профилактика превыше, чем лечение, тогда у нас будет эффект. Это намного и дешевле, профилактика. Да. Ну, если вернуться к правилам мытья рук и не говорить только о пищевиках, а обо всех других, да, людях, то руки тоже нужно уметь правильно мыть. Не как мы намочили с мылом и быстро раз-два протерли, и как минимум нужно руки мыть 2 раза и как минимум 40 секунд. Очень хорошо намылить, и после этого смыть это все мыло. Поэтому по детским садам, по школам мы раздали специальные такие рисунки, как правильно мыть руки поэтапно, как показывали при ковиде. Все телевидения, все были рекламы. Вот так, когда ты моешь руки так, то считаешь, что ты обеспечен. А если ты просто подошел к крану, то это все равно, что ты руки не помыл. Мыть руки не для галочки, а для того, чтобы обезопасить себя от бактерий и инфекций, призывают наши гости. Я вас благодарю, Лидия Георгиевна и Елена Ефимовна, за интересную беседу и полезную, прежде всего полезную для меня и для всех наших слушателей и телезрителей. Спасибо вам. Также благодарю всех наших жителей автономии, которые были с нами на протяжении этого часа. Всем всего доброго. Будьте внимательны к своему здоровью и к личной гигиене. До свидания.